На днях председатель ЦИК Молдовы Юрий Чекан сделал заявление, что кодекс, принятый депутатами Народного собрания летом этого года о выборах, будет вне закона. Он мотивирует свои высказывания тем, что мы превысили свои полномочия, вышли за рамки собственных компетенций. То есть назначение местных выборов, назначение референдумов якобы компетенция только парламента Республики Молдова. Я хочу возразить высказывание господина Чекана по той простой причине, что Народное собрание в рамках своих компетенций и полномочий, согласно закону об особом статусе Гагаузии, приняло кодекс о выборах, куда заложило базовые нормы. Это выборы Народное собрание, это выборы главы Гагаузии, это выборы в местные советы, то есть примаров и советников, это проведение референдумов в рамках своих компетенций на территории Гагаузии и местные референдумы по населенным пунктам. Значит, в законе об особом статусе Гагаузии четко указано, что это относится к компетенции Народного собрания, то есть назначение выборов, в том числе местных советов и проведение референдумов. Меня удивляет, что мы поднимаем эти вопросы уже много раз и в рамках межпарламентской группы, которая, к сожалению, никак не возобновила работу в этом году. И такие специалисты в данном случае, чиновники, делают заявление неспроста. Якобы они направили жалобу в госканцелярию, которая, соответственно, опротестует это в суде. Я хочу сказать господину Чекану, что вот как раз судебные инстанции общей юрисдикции, куда они планируют направить, она выходит за рамки собственной компетенции, потому что закон не предусматривает рассмотрение таких вопросов. Это компетенция Конституционного суда. Пусть они направляют жалобу в Конституционный суд. Потому как это решение, оно будет, несомненно, имеется в виду судебное решение, оно будет для Народного собрания просто бумажкой, которую Народное собрание не примет всерьез и будет игнорировать. То есть данными действиями власти Республики Молдова лишний раз доказывают, что они не намерены рассматривать автономию как политическую автономию, а рассматривать ее как обычный район. В то же время подписали договор об ассоциации, ранее приняли европейские документы, в данном случае хартию местного самоуправления, где четко идет разграничение полномочий. И это свидетельствует о том, что они показывают лишний раз свою недееспособность, свою несостоятельность. Систему, которую они построили для нескольких небольших групп людей или там для одной-двух партий. И, безусловно, они не хотят отказаться от той системы, потому что она выгодна им. Мы же боремся в рамках законными методами за свои права, будем отстаивать и будем апеллировать на европейские структуры, на европейских чиновников, потому как местным экспертам, чиновникам, в том числе и властям Молдовы, мы не доверяем. Они доказали на протяжении 20 лет пренебрежительное, неуважительное отношение к Гагаузии. Мы понимаем, что приняв судебное решение об отмене кодекса о выборах, это будет накал, это приведет к очередному противостоянию между Камратом и Кишиневым. И эти действия делаются как политический заказ против Гагаузии. То есть мы, как я сказал, намерены бороться с законными методами и отстаивать свои права. Очень надеюсь на то, что все-таки, может быть, хотя бы весной будет возобновлена рабочая группа между парламентом и Народным собранием, присутствие экспертов Совета Европы, ОБСЕ, где мы сможем четко доказать, что в данном случае даже и по вопросу назначения выборов местные советы и проведения референдумов, что это наша компетенция, которая исходит из закона об особом статусе Гагаузии.